Найденный двигатель самолета Як-7Б, которым в годы Великой Отечественной войны управлял ингушский летчик, младший лейтенант, герой России Мурат Оздоев, передали в Музей боевой и трудовой славы Малгобека. Напомню, новые обломки воздушного судна с бортовым номером 24, сбитого огнем зенитной артиллерии противника в 1944 году, обнаружили в Псковской области на территории города Новосокольники. Речь идет о хвостовой части и двигателе, на котором указан номер, официально подтверждающий, что самолетом управлял ингушский летчик. Центральный архив Минобороны России эти данные подтвердил. Первые находки были переданы региону еще несколько лет назад. Они хранятся в Краеведческом музее в Назране. Правительство не поддержало законопроект, разрешающий тем, кто ранее отказался от гражданства России, подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории России. В Кабмине отметили, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории, а также не приводится оценка социально-экономических и иных последствий принятия федерального закона. На основании изложенного правительство не поддерживает законопроект. Группа депутатов направила на заключение в правительство России проект о повышении штрафа до 20 тысяч рублей за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума в 96 дБ на дорогах. До 30 тысяч рублей вырастут штрафы для должностных лиц, допустивших использование такой авто- и мототехники. Авторы инициативы подчеркивают, что сейчас установлена административная ответственность за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума в размере 500 рублей, а также за допуск таких средств в эксплуатацию в размере от 500 до 1000 рублей. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках второй раз в истории превысила отметку 20% годовых, отмечают эксперты. Они считают, что исторический рекорд будет побит в начале ноября. К концу года превысит его еще на несколько процентных пунктов, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут и вовсе доходить до 30% годовых. Ранее Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку до 21%, что стало историческим максимумом с момента ее введения в 2013 году. До 1 декабря необходимо уплатить налоги на имущество, землю и транспорт, напомнили в Госдуме. Сделать это можно через сайт Федеральной налоговой службы, госуслуги или непосредственно в отделении налоговой службы. Несвоевременная уплата налогов ведет к начислению пений, которые составляют 1/300 ключевой ставки Центрального банка за каждый день просрочки, что может существенно увеличить сумму задолженности, подчеркнули в Госдуме. Ингушские спортсмены завоевали 28 золотых, 25 серебряных и 38 бронзовых медалей на международном чемпионате по джиу-джитсу Лиги National Jiu-Jitsu League. В соревнованиях участвовали представители 4 залов и школы боевых искусств Ингушетии. Это Академия джиу-джитсу Сунжа, Бадр джиу-джитсу, Гайтукиев Тим BJJ, Сабур джиу-джитсу и Магаз BJJ. Чемпионат по джиу-джитсу проходил в Грозном.